Здравствуйте! Доброе утро! И сегодня четверг, 16 августа, и очередной новый день встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Сегодня отмечается очень много разных несерьезных праздников. Например, нам предлагают отметить День малинового варенья, День чуда своими руками или День Джокера. Ну а мы решили, что середина августа – подходящее время, чтобы начать говорить на серьезные темы. Скоро 1 сентября. Кто-то пойдет в первый класс, кто-то продолжит учебу в школе. Кого-то ждут аудитории высших учебных заведений. Ну да, сегодня и поговорим, например, о том, что такое инклюзивное образование, ну и не только о нем. Инклюзивное образование, что всем стоит о нем знать. На заметку: готовим теплицу с осени. Приятного аппетита! Готовим свекольный холодник. Доступность образования для всех. Вот с таким лозунгом мы сегодня выступаем. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. Каждый человек имеет право на общение. Вот лишь некоторые принципы инклюзивного образования. Подробнее в сюжете. Марсель Фарахов, несмотря на особенности своего организма, самый обычный ученик школы номер 33 города Казани. Как остальные дети, исправно ходит на уроки, потому что в школе хорошо. Намного легче учиться в школе, так как аудитория, всегда есть с кем пообщаться, а дома ты один. Они помогают с домашним заданием, если есть вопросы, они объясняют, как, например, что-либо сделать, если что-то я не понял во время урока, на переменах. Помогают передвигаться по школе с этажа на этаж, поднимая коляску, так как уже мама не может сама поднимать в силу того, что я тяжелее стал. Диагноз Марселя – несовершенный остеогенез. При этом заболевании кости настолько хрупкие, что иногда и сидеть сложно, а ходить тем более. Но физические особенности нисколько не мешают подростку учиться и общаться с другими детьми. Это важнейший принцип так называемого инклюзивного образования, когда дети с ограниченными возможностями учатся в обычной школе вместе со здоровыми сверстниками. В самой системе инклюзивного образования важная идея и ценность – это то, что сами дети, которые учатся в школе, они тоже учатся толерантности, учатся эмпатийному отношению друг к другу. И это очень важно. Под каждого ребенка с особенностями развития в учебном учреждении разрабатывается индивидуальная адаптивная программа обучения. Ведь и сам процесс обучения и система оценок должна быть подстроена под конкретный случай. Кто-то ездит на коляске, а кто-то даже может посещать уроки физической культуры, как Камиля Абзалова. Трудностей в учебе и контактах она не испытывает. Я когда пришла в школу, начала знакомиться со своим классом. То есть, соответственно, меня быстро восприняли как нормально. Но мне стало, в принципе, хорошо здесь. Вот подружка есть у меня, одноклассница, мы с ней дружим 6 лет. И вот Камиля с соседнего класса есть. Главная цель инклюзивного образования – социализация ребенка в обычной среде. Здесь они учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, учатся именно проявлять себя, проявлять свои способности во взаимодействии со своими сверстниками. И, на мой взгляд, на наш взгляд, это очень важно в самой идее инклюзивного образования. Отношение одноклассников к детям с особенностями бережное и благожелательное. Камила Калимуллина говорит, что дружит с каждым учеником своего класса. Мне очень нравится учиться в школе. У нас очень дружный класс, все ребята мне помогают, я со всеми дружу. Нам раздают плакаты, и мы делаем совместные проекты, пишем. Если что, мне помогут, если что, я другим помогу. Родители ребят только за такой подход к обучению, ведь они понимают, что их ребенок не может жить в изоляции от других детей. Ребенок взрослеет, и ему необходимо тоже овладеть навыками общения с другими людьми, то есть не сидеть замкнутым в 4 стенах, а именно, возможно, даже где-то трудоустроиться или как-то устроить свою личную жизнь, это тоже возможно. И именно в школе, получая эти навыки социализации, он потом может это привнести в свою взрослую жизнь, быть активным гражданином своей страны.
В России инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья все еще носит экспериментальный характер. Но школ, практикующих этот подход, становится все больше, в том числе и в нашей республике. А это залог того, что эти дети будут чувствовать себя комфортно и вырастут полноправными членами общества и счастливыми людьми. И продолжим начатую тему с Натальей Николаевной Трифоновой, директором реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель». Давайте обсудим сегодня сложную, но важную тему: совместное обучение детей с нарушениями или задержкой умственного развития органов слуха и зрения вместе со здоровыми людьми. Доброе утро. Доброе утро. Итак, все ли дети с какими-то нарушениями здоровья могут учиться вместе с обычными школьниками? Ну, практически, конечно, все. Просто я думаю, что для детей с нарушением зрения или слуха это, конечно, создаст некие сложности. Для детей с нарушением зрения, они учатся по Брайлю чаще всего, да, и, конечно, там должны быть книги обычные, там немножко свет все равно должен быть другой. Ну, то есть вот масса вот таких вот вещей, когда в общем классе это будет не очень удобно. То есть не с точки зрения психологии, а с точки зрения организации? Да, да, там просто больше должно быть всяких каких-то специальных вещей. Точно так же для ребенка со слухом. Конечно же, надо там создавать, чтобы у него были и аппаратики, и чтобы устройство было в классе. И, конечно, вот такие только вещи, вот чисто технические, скорее всего, будут препятствием. Вот с синдромом Дауна для таких ребят предполагается ли инклюзивное обучение? Вы знаете, они настолько все разные. Все. Вот нельзя... То есть это индивидуальный подход. Да. Каждого ребенка рассматриваем индивидуально. Ни в коем случае нельзя их делить как-то вот по нозологии, по диагнозам, да. Скорее надо думать о том, что удобно ли, рядом какая у него школа, да. Надо смотреть, если там братики, кто-то может помочь отвезти. Все надо иметь в виду, чтобы ребенку было комфортно, максимально комфортно. Дети с нарушением слуха и зрения, вернемся к этой теме, сейчас учатся в специализированных школах, но в принципе, да, вы сказали, что нежелательно, но в принципе, есть ли возможность у них учиться в среднеобразовательных школах? Конечно, если у ребеночка хорошие аппаратики с детства, да, у неслышащего ребеночка, и он уже адаптировался, почему он не должен учиться со всеми? Да без проблем. Точно так же у ребенка с пониженным, не с тотально слепым, скажем, а с пониженным зрением, да, если мы подобрали очечки хорошие, да, если у него есть правильная литература, там, с большим шрифтом, это не Брайль будет, это обычный, да, учебник, но он приспособленный. И плюс педагог, который находится в этом классе, что-то тоже про это понимает, знает какие-то методики, конечно, он должен учиться со всеми. То есть ребенку не могут отказать, допустим, или родителям, желающим, чтобы ребенок ходил именно в эту школу, по какой-то причине, вот именно потому, что он болен, отказать не вправе? Нет, конечно. В каждом конкретном случае с родителем надо разговаривать. Иногда родители усердствуют на пустом месте просто от того, что не хотят, чтобы их как-то выделяли или как-то дискриминировали. И поэтому надо разговаривать в каждом конкретном случае. Надо приводить доводы, если они есть. А просто так изолировать только потому, что там он какой-то другой, ни в коем случае. Что возиться не хочется, скажем так уж, грубо говоря. Да. Мало того, без специальных методик, которые должен знать педагог, сложно работать будет. Да, вот, кстати, следующий вопрос у нас такой вот важный в этом плане. Должен ли педагог иметь специальное какое-то образование? Вот на сегодняшний день тему инклюзии подняли все-таки дети-аутисты, да, дети с аутизмом. И молодцы, что они это сделали, классно все это получилось. И мы понимаем, что нужно как минимум 3 условия. Должен быть готов класс. То есть не просто ребенка надо привести в школу, да. Класс, вы имеете психологически дети настроены или технически оснащен как-то? Он должен даже не технически, а должна быть особая организация. Там и есть место, где ребенок может отдохнуть, да, и, например, должны быть визуальные стратегии в этом классе, то есть педагог должна все знать про аутизм, она должна знать методики, которые используем мы, в своей работе реабилитологи, да, и тоже их использовать. И тогда этой проблемы нет.
Просто когда просто ребенка сажают в класс, ну, обычный класс, да, неподготовленный, процесса не получается. Начинаются конфликты, слезы там и какие-то обиды. Класс должен быть готов. Это первое условие. Второе, конечно, нужен тьютор. Однозначно. Вот для ребенка с аутизмом конкретно нужен тьютор однозначно. Тьютор из своих одноклассников или из старших товарищей, или из педагогов? Да. На самом деле тьютор может быть даже студент там хороший, да, на выходе. Самое главное, чтобы это был человек, который понимает что-то в этом немножко, понимает свою задачу, которую он здесь должен выполнять. Ну и, конечно, наверное, лучше было бы с каким-то базовым, может быть, даже педагогическим образованием. Хотя на самом деле это все зависит как раз от финансовых возможностей. Тьютор может быть даже и волонтер очень грамотный. Потому что я вот знаю, что сейчас в казанских школах это одна из проблем. Отсутствие там зарплаты для тьютора. Или очень маленькие деньги, никто не соглашается. Конечно, вот это проблема. И третья проблема – это, конечно, обучение специалистов. Без учебы педагогов, учителей этого нельзя делать. Это, ну, это вот просто обрекать сразу весь проект на неуспех. Давайте в завершении разговора дадим один небольшой совет родителям и здоровым детям. Какая польза инклюзивного образования для здоровых детей? Буквально одним предложением. На самом деле это прекрасная тема порассуждать. Мы же должны учить детей мыслить о мире, о людях в этом мире, о доброте, о том, что да, люди о заботе. Может быть, это очень тривиально, да? Но это так здорово научить ребенка мыслить. Спасибо большое. На этой хорошей ноте и закончим. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. Снова здравствуйте. Сейчас время узнать, что нам обещают звезды. Итак, овны – хороший день для работы в коллективе, совместных мероприятий. В отношениях с близкими людьми, вероятно, взаимопонимание. Весьма возможно, что одиноких овнов ждет новое кратковременное любовное увлечение. Тельцы – подходящий день для окончания дела, близкого общения с друзьями. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Для достижения поставленной цели нужно объединить свои силы с другими людьми. Близнецы, в этот день звезды не рекомендуют вам идти к своей цели в слепом порыве. Рассудительный взгляд на свои возможности и предлагаемые обстоятельства помогут добиться успеха на работе. Раки, сегодня не торопитесь принимать ответственные решения. Чтобы избежать ошибки, вам необходим совет от человека, которому вы доверяете на 100%. В скором времени ждите приятных известий, связанных с родственниками. Лев, звезды советуют вам сегодня проводить как можно больше времени вне дома, так как не исключено, что именно в этот день вы познакомитесь с человеком, который сыграет в вашей жизни большую роль. Ого! Девы, сегодня постарайтесь избавиться от предвзятого мнения и субъективных оценок по поводу поступков ваших близких. Иначе скандала не избежать. Ну а мы продолжаем. Лето неумолимо проходит, а на даче все еще много работы, ну, например, в теплице. Предлагаю вам несколько полезных советов о том, как выбрать теплицу. Во-первых, цена. 16 тысяч рублей. Это минимум, который предлагается сейчас на рынке для вот такой 6-метровой теплицы. Если это дешевле, соответственно, производитель сэкономил либо на материале, поликарбонат может быть некачественным, либо на самих трубах профильных, они могут быть слишком тонкие, либо железо тоже некачественным. Самое главное запомнить следующее. Минимально 20 на 20, но лучше взять 20 на 40. Это будет усиленная труба. Важно также посмотреть, сколько поперечных и продольных вот этих вот труб. Чем больше, тем лучше. Соответственно, она будет крепче. Еще один важный момент. Нужно обязательно укрепить фундамент, чтобы теплицу не унесло. А самое главное, чтобы тепло не уходило, потому что именно вот отсюда, из этих щелей внизу, как раз уходит тепло. Ну, можно спокойно выложить вот так кирпичами, затем залить бетоном. Изнутри я сделал следующее. Вот такой вот целлофан. И присыпал просто землей. Щелей нет, теплица теплая. Фактически до октября растения могут расти. Очень важно сделать в теплицах и вот такие вот бордюры, грядки. На самом деле можно использовать любой материал. Я фактически взял старые листы с крыши железные, порезал их болгаркой и сделал вот такие вот бордюрчики.
Вот это расстояние междурядий должно быть 45-60 сантиметров. Это оптимальный вариант. Вот такой 2-метровый по ширине теплицы фактически можно сделать вот таких 3 грядки. Ну а сейчас, пожалуй, один из самых приятных моментов в нашей программе. Приятный как для нас, так и для вас, уважаемые телезрители. Внимание, розыгрыш. Вот этот билет на колесо обозрения вокруг света получит тот, кто знает. Самый густонаселенный город в мире – это Шанхай. В нем постоянно живут 24 миллиона 150 тысяч человек. Сложно даже представить. А вот в какой стране он находится? Мы не знаем. Нет, мы знаем. Да, хорошо. Мы у вас спрашиваем. Если вы ответите правильно, то вы молодец. Билет ваш. 570-50-75. Телефон нашего прямого эфира. Дозванивайтесь, рассказывайте, где находится город Шанхай. Ну а пока слово детям. Узнаем от них, кто, по их мнению, самый большой. Самый большой в мире – это великан. Он живет в страшном лесу, где водятся волки. И если туда приехать на машине или на мотоцикле и поднять высоко голову, тогда это и увидишь. Но близко нельзя подходить, а то он тебя съест. Самый большой на земле – это папа. Он совсем был маленьким, а потом вырос большим. Он все знает и может сказать это мне. Он такой сильный, что может убить любого врага. И когда я вырасту, тоже буду, как он, носить военную одежду. Самый большой на свете животное – это дракон. Он живет, где принцесса. И он хочет навсегда принцессу съесть. А рыцарь его приковал на цепь. И он мне не страшно, а страшный только в книжке или в телевизоре, а я его не боюсь. Самый большой в мире – это воспитатель, потому что все ребятишки, а он большой. Воспитатель наш Бэтмен. Ну, вот мы сегодня говорим, что сегодня день Джокера мы отмечаем, да? Это как раз связано с... Ну, дети все больше, я заметила, о таких о мифических существах сказочных. Ну, пускай еще пока поживут. Да, но мы поговорим мире. О более материальных вещах, тем более у нас есть конкретный приз. Да, самый большой город, самый густонаселенный, Шанхай, 24 миллиона с лишним там горожан. А где находится Шанхай, сейчас узнаем. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Лиля. Доброе утро, Казань. Здравствуйте. Татарстан, нас многие смотрят. Не только Татарстан. Да, и не только Татарстан. Доброе утро, страна, скажем так смело. Доброе утро, страна. Вот, хорошо. Страна, да, кстати, к вопросу страны. В какой стране Шанхай? В Китае. Вы уверены? Да. Ну и правильно, да, уверены, да, все верно, конечно. Шанхай в Китае, мы вас поздравляем. И мы вас отправляем на колесо обозрения. Да, с его высоты, может быть, и разглядите Китай и посчитайте всех его жителей заодно. Все 24 миллиона. Спасибо, все, спасибо, удачи всем, огромное спасибо. Удачи. Вам спасибо. Удачи. Ну что ж, мы продолжаем, и пока еще жарко, и дети, особенно раннего возраста, много пьют. И это, уверяют педиатры, очень хорошо. Представляем вам несколько очень полезных летних напитков для детей. 100 грамм клюквы содержит в себе практически суточную норму для детского организма витаминов С, А, Е и К. Около трети суточной нормы витаминов группы В. Клюква является ценным источником микроэлементов – калия, фосфора и кальция. Но для того, чтобы сохранить полезность ягод в напитке, необходимо придерживаться правильной технологии приготовления. Сейчас мы вам покажем, как правильно приготовить клюквенный морс. Вам понадобится клюква 500 грамм, вода 2 литра, мед 2 столовые ложки. Мы будем использовать замороженные ягоды, но при этой же схеме морс также готовится и из свежих ягод. Достаньте клюкву из холодильника, промойте и разморозьте. Разомните ягоды деревянной ложкой и отожмите с них сок. Жмых выложите в кастрюлю, влейте воду и на среднем огне доведите до кипения. Снимите с плиты через 3-4 минуты.
В остывшем сцеженном отваре растворите мед. Очень важно, чтобы он был комнатной температуры, но не горячий. Затем влейте сок. Морс перемешиваем и оставляем остывать. Детям постарше в знойную жару наверняка придется по вкусу цитрусовый чай. Для приготовления вам понадобится 1 литр воды, листовой чай 4 грамма, мед 2 столовые ложки, апельсиновый фреш 300 мл, сок одного лайма или лимона, мята 15 грамм. Приготовьте в литровом сосуде чай с медом и мятой. Оставьте напиток на некоторое время, чтобы он остыл. Перелейте чай в кувшин, добавьте фреш апельсина и лайма. По желанию сервируйте. Лето – пора сочных и ярких фруктов. Это отличный повод баловать своих детей вкусными и полезными смузи. Мы предлагаем вам приготовить слоеный вариант этого напитка. Вам понадобится клубника 200 грамм, манго 1 штука, натуральный йогурт 150 миллилитров. Перед приготовлением смузи поместите клубнику и манго в морозилку на 15-20 минут. Тщательно промойте их и нарежьте небольшими кусочками. Поочередно взбейте клубнику и манго в блендере и налейте в стакан слоями вместе с йогуртом. Следующий наш напиток точно произведет фурор. Итак, предлагаем вам рецепт молочного коктейля по ГОСТу за 5 минут. Вам понадобится пломбир 50 грамм, молоко 2,5% жирности 300 мл, фруктовый сироп или варенье 50 мл. Смешайте ягодный или фруктовый сироп и мороженое. Можно даже взять сироп с варенья. Влейте холодное молоко. Оно не должно быть очень жирным. Лучше всего жирностью 2,5%. Взбейте в блендере до образования пены и сразу же подавайте. Ну что ж, полезные советы мы дали, а сейчас порция новостей о здоровье. Пробиотики, которыми богаты кисломолочные продукты, не всегда полезны. Слишком большое их количество приводит к снижению концентрации внимания. Это показала работа ученых из университета Агасты, штат Джорджия. Исследователи наблюдали за 30 людьми, употребляющими пробиотики в продуктах. Так вот, участники эксперимента жаловались на туман в голове. Ученые провели ряд тестов для того, чтобы определить уровень глюкозы, инсулина, L-молочной кислоты и D-молочной кислоты. У испытуемых с туманом в голове было обнаружено увеличение количества бактерий в кишечнике и высокий уровень D-молочной кислоты. Вывод ученых таков. Пробиотики стимулируют выработку D-молочной кислоты, а именно она плохо влияет на работу мозга. Потому нужно соблюдать меру в их потреблении. Ну и, кстати, в нашем сегодняшнем рецепте тоже есть молочный продукт – кефир. Но ничего, просто не забывайте о мере. Для приготовления этого холодного супа возьмите 400 граммов свеклы, 40 граммов зеленого лука, 250 граммов свежих огурцов, 3 крутых яйца, литр кефира, укроп. Корнеплоды промойте, плотно оберните фольгой и запеките 1,5 часа в духовке до мягкости. Остудите и натрите на крупной терке, также поступите с огурцами. Зеленый лук мелко нарежьте и посолите. Выложите все ингредиенты в кастрюлю. Залейте кефиром, можно добавить пол-литра кипяченой холодной воды. Оставьте холодник настаиваться в холодильнике на 2-3 часа. Подавайте с яйцом и укропом. Ну а прямо сейчас анонс программ ТНВ на сегодня. Кассета. Куда я ее сунула? Кассету. Какую кассету? Да вчера Аграфена приходила и принесла вам кассету. И сказала, чтобы я ее спрятала. А зачем же ее прятать-то? А я почем знаю? Она сказала, не держи на столе, спрячь. Ну я и спрятала, куда не помню. Они выходят победительницей из схватки с каланчой.
Ольга спасается от пьяного Степана в доме у Петра Грабова. Тот разрешает ей остаться и жить у него. «Широка река». Смотрите сегодня в 9:00. Раскинулась Спасская ярмарка, широкая, богатая и щедрая. И каждый найдет здесь то, что искал, а еще услышит, как звучат старинные народные инструменты. Каравай сегодня в 13:00. Прикоснуться к таинственному, неопознанному, скрытому. В этой программе рассказ о загадочном философском трактате под авторством Сухраварди, одного из самых почитаемых мистиков древности. Фолиант в столетнем переплете сегодня в 14:45. Сейчас вас ждет небольшой блок рекламной информации, а дальше вы узнаете, как сделать простые укладки обладательницам длинных волос. А также, как выполнять растяжку на все группы мышц. Продолжаем разговор, ну и прямо сейчас поговорим о рубрике, которая будет интересна женщинам. Ну а точнее, сегодня мы увидим 3 простые укладки для обладательниц длинных волос. Многие обладательницы роскошной шевелюры очень часто носят либо распущенные волосы, либо банальный хвост. В сегодняшнем ролике мы подготовили для вас 3 простых повседневных прически, которые, надеемся, внесут разнообразие в ваши каждодневные образы. Первая идея – это необычная вариация хвоста, универсальный вариант для любого образа. Для начала отделите лицевые пряди, сделав пробор на макушке. Затылочную часть соберите в хвост. Оставшиеся волосы разделите на проборы и каждую часть скрутите в жгут. Для большего объема можно немного начесать каждую прядь. Закрепите жгуты у основания хвоста. Отделяем прядь от хвоста и оборачиваем вокруг резинки и мест креплений жгутиков. Слегка начесываем у основания хвост. Можно немного добавить спрея с морской солью для текстуры прядей. Первая прическа готова. Переходим ко второй прическе. Это один из вариантов ракушки. Отлично подойдет для сдержанных и слегка строгих образов. Начешите волосы от макушки до лба. Заколите начес на затылке. Берем поочередно с каждой стороны волосы и закалываем невидимкой внутрь, так, чтобы получились перекрещивания. Оставшиеся волосы завязываем резинкой, для того, чтобы ракушка, получившаяся внизу прически, лучше держалась. Закрепляем невидимками вовнутрь. И последняя, третья прическа – романтический пучок. Пожалуй, это самая универсальная прическа для случаев, когда нужно собрать волосы. Делим волосы на 2 части. С каждой стороны скручиваем жгут и закрепляем резинкой. Закрепляем оставшийся хвостик силиконовой резиночкой. Дальше скручиваем хвосты, параллельно вытягивая пряди. Обворачиваем вокруг основания и закрепляем невидимками.
Вот я уже теперь знаю, чем я займу в ближайшие выходные. Вот как раз у меня 2 дня и уйдет на то, чтобы освоить эту технику. Но прежде чем делать самой себе прически, ты же видел, да, что там были сложные акробатические номера, дотянуться нужно. Нужно предварительно размяться, чтобы не получить травму в процессе завивания кос. Да, а для этого, как минимум, нужно встать с дивана для начала. Да, ну вот рецепт, как с утра встать с дивана, размяться, растянуться, мы вам сейчас и представим. Растяжка. Растяжка помогает восстановить мышцы после тренировки. Чтобы не получить травму, тянитесь только на разогретые мышцы. В идеале сразу после тренировки. Растяжка мышц рук. Одну руку заведите за спину. Старайтесь коснуться ладонью лопаток. Свободной рукой плавно тяните локоть на себя. Выпрямите руку и потяните на себя, стараясь локтем коснуться груди. Растяжка мышц ног. Ноги вместе. Медленно наклоняйтесь вниз до параллели с полом. Спину держите ровно. Руками старайтесь коснуться пола. Сделайте выпад вперед. Колено держите под прямым углом. Руки поставьте на пол. Тяните таз вниз. Вы почувствуете напряжение в отведенной ноге. Возьмите себя за носок. Медленно тяните носок вверх. Постарайтесь коснуться пяткой ягодицы. Задержитесь в этом положении на несколько счетов. Обхватите себя за колено. Соблюдая равновесие, подтягивайте колено к груди. Задержитесь в этом положении на несколько счетов. Растяжка мышц спины. Поставьте ноги шире плеч. Спину держите ровно. Медленно опускайтесь вниз. Старайтесь поставить локти на пол. Тянитесь копчиком вверх, а макушкой вниз. Задержитесь на несколько счетов. Одну руку поставьте на пол, а вторую вытяните вверх. Тянитесь кончиками пальцев в потолок. Повторите все упражнения на другую сторону. Будьте гибкими, будьте в форме. Продолжается лето, и у некоторых счастливых людей продолжается отпуск. Ну а некоторых несчастливых начальник внезапно вызывает на работу и собирается прервать отпуск. Что делать в этой ситуации, сейчас узнаем. Руслан Эмильевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Продолжаем разбираться с нашими законными правами и обязанностями. Период отпусков. Время для всех долгожданное. Но что, если начальник решает нас вызвать из отпуска? Да, работодатель может вызвать работника из законного отпуска лишь в том случае, если работник сам выразит согласие на выход на работу. А если наш шеф говорит, выходишь и работаешь, никаких «но», кто решает такие споры? Хотелось бы уточнить, что отказ работника выхода на работу во время своего законного отпуска не является дисциплинарным нарушением. Хотел бы напомнить, что работодатель не имеет прав и законных оснований вызвать работника из отпуска, согласно статье 125 Трудового кодекса Российской Федерации. Ну что ж, спасибо за ответ. Пожелаем нашим зрителям отпуска без проблем. 30 июля был опубликован подписанный президентом России закон о переходах между пенсионными фондами. Теперь эта процедура для клиентов негосударственных пенсионных фондов станет более прозрачной и понятной. В чем суть законодательных изменений? Для чего они введены? На наш вопрос отвечает сегодня заместитель начальника управления пенсионного фонда в Вахитовском районе города Казани Ирик Хабибуллин. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ирик Рафаилович, вот в связи с чем назрела необходимость законодательно что-то менять, и этот вопрос так актуален для многих клиентов пенсионного фонда? Действительно, вопрос является актуальным. Только представьте, сегодня в Республике Татарстан более миллиона работающих граждан формируют свои пенсионные накопления. То есть аудитория 8 широкая.
Согласно действующему законодательству, гражданин раз в год может менять своего страховщика. Под страховщиками мы понимаем, кому это пенсионный фонд в лице управляющей компании и негосударственные пенсионные фонды. Так вот, нюанс законодательства такой. Если происходит подача заявления, и мы в заявлении укажем то, что на следующий год мы переводим пенсионное накопление, то в силу действующего законодательства, возможно, будет потерян инвестиционный доход. Но не все граждане об этом знают. Естественно, когда они обращаются в негосударственный пенсионный фонд, выбирают новый и взаимодействуют с ним. А негосударственный пенсионный фонд новый, он как бы заинтересован в привлечении клиента и может какие-то умолчать, не рассказать о тех рисках, которые есть при досрочном переходе. С этой целью были внесены поправки в закон, для того, чтобы гражданин полностью располагал информацию и предполагал возможные риски досрочного перехода. То есть главная задача — это сделать все прозрачно, просто и понятно. Да, это новая тенденция, которая уже не новая, так скажем, она продолжается, для того, чтобы гражданин полностью обладал всей совокупностью информации и мог он сделать взвешенное решение. Потому что на сегодняшний день основные идут жалобы, обращения граждан. То, что они при переходе не знали о возможных потерях, то, что при переходе им не разъяснили саму методику, негосударственный пенсионный фонд не разъяснил. И основной вопрос еще заключается в том, что они не знали, что вот можно поступить так, чтобы сохранить свой инвестиционный доход. Понятно. Как эта схема будет работать, ну, вот как, простыми словами, на каком-то примере? Да, схема простая, мы о себе даже можем сказать. Вот мы с вами приходим в пенсионный фонд и пишем заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда. Либо обращаемся в новый негосударственный пенсионный фонд. После вашего обращения информация поступает в пенсионный фонд, поступает в предыдущий негосударственный пенсионный фонд, где вы сейчас есть, поступает новый, и вы получаете его в электронном виде. То есть вы сразу видите те риски, которые могут возникнуть при досрочном переходе, и что необходимо сделать для того, чтобы, сохранив инвестиционный доход, перейти. То есть мы говорим, буквально есть два вида заявлений. Это о досрочном переходе, то есть на следующий год, либо о срочном переходе, в зависимости от необходимого периода для сохранения инвестиционного дохода. В законодательстве прописано это 5 лет, но мы можем подразумевать, что мы, если в 2012 году подавали заявление, то 5 лет уже к 2017 году прошло, и тем более в 2018 это заявление написать можно. Каков размер теряемого инвестиционного дохода от гражданина будет, гражданин будет знать сразу? Сколько он теряет? Ну, это у каждой ситуации индивидуально. Ну, в процентах, может быть... Да, вопрос, он на самом деле тоже актуальный. Проценты у каждого негосударственного пенсионного фонда свои. Информацию о доходности негосударственных пенсионных фондов мы все-таки разделяем Пенсионный фонд Российской Федерации и негосударственный Пенсионный фонд Российской Федерации. Мы можем посмотреть на сайте регулятора. Регулятором выступает Центральный банк Российской Федерации. Есть финансовые рынки, и мы всю историю доходности можем посмотреть. А когда будет подано заявление, то придет уведомление уже о фактической сумме в натуральном выражении, той суммы, которая, возможно, будет потеряна. И до конца года гражданин сможет определиться и отказать, да, от этого перехода, отказаться. Ну, я думаю, что еще многим придется подумать, поступать так или иначе. Для этого нужна информация. Куда нужно обратиться за информацией? На сегодняшний день у нас два основных ресурса. Это единый портал государственных услуг, где вся информация представлена, и личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. Зайдя туда, каждый из вас, вы можете посмотреть свои пенсионные накопления. Если страховщиком выступает пенсионный фонд, вы видите всю историю с учетом доходности. Если страховщиком выступает негосударственный пенсионный фонд, то мы видим сумму и дату передачи заявления в негосударственный пенсионный фонд. А на сайте своего негосударственного пенсионного фонда также можем проследить всю историю. Ну, спасибо большое. Мы получили пищу для размышлений. Спасибо за этот ликбез. Мы продолжаем программу. Пока мы все рассуждаем, куда же переходить решаем, или не переходить, да, решаем. Сегодня в Казани происходит много всего интересного. Это нам сейчас подтвердит Камила Хакимуллина. Доброе утро! Сегодня 16 августа, и вновь с вами Камила Хакимуллина. Прямо сейчас вас ждет рассказ о замечательных гостях. Все подробности через пару секунд. Леван Ламидзе, Евгений Борец, трио с программой «Black». Леван Ламидзе является первым российским гитаристом, признанным на родине блюза. Трио играет авторские композиции участников проекта, а также известные джазовые стандарты в собственной интерпретации. Другие проекты Евгения Борца — «Love», песни про любовь, джазовые трансформации.
Цирк на воде «Остров сокровищ». Вас ждут танцы нимф, распускающиеся в воде цветы лотоса, танцующие медузы. Своими чудесами зрителей поразят добрые проворные морские львы, а морские котики раскроют тайну акробатического искусства. Шимпанзе займется дайвингом и покатается на лодке, крокодил поборется с человеком, а смешанная группа животных из павианов и дикобразов-енотов и на сух проведут вас в незабываемый бал-маскарад. Надеюсь, вы будете в восторге, но не будем останавливаться. Продолжайте нас смотреть, и вы узнаете, какую выставку вы сможете посетить сегодня. Выставка «Царские дары» – шедевры ювелирного искусства из собрания Государственного Эрмитажа. Экспозиция включает 25 редких и ценных в художественном отношении произведений искусства, вышедшие из рук лучших ювелиров Европы и России 17-19 веков. Парадное оружие, каминные часы, драгоценности, табакерки – все то, что преподносили августейшим особам на протяжении 3 столетий. Одни предметы были изготовлены по заказам членов царской фамилии, другие получены в качестве дипломатических даров. Визитной карточкой выставки является необычный ларец, подаренный корпорацией Сити Лондона Александру II во время его пребывания в Лондоне в 1874 году. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. До завтра и пока-пока. Отлично. Теперь мы знаем, что происходит еще и в Казани. А теперь мы узнаем и погоду. Что происходит в Крыме? В Крыму. Бойко. Выходим на связь с Даниёром Кинжаевым. Даниёр, ты нас слышишь? Привет. Даниёр. Привет, Казань! Всем здрасте, доброе утро! Сейчас я нахожусь в ничем не примечательном районном центре в устье Кубани. А за моей спиной сейчас будет находиться Азовское море. Сейчас здесь прекрасная погода, палящее жаркое солнце, вода теплейшая, просто парное молоко. А погоду в Казани вы можете наблюдать прямо вот здесь, да-да. Вообще, конкретно я нахожусь в городе Темрюк, и этот город был основан в 16 веке князем. И этот князь назвал этот город в честь самого себя. Я тут подумал, может быть, мне тоже назвать что-нибудь в честь самого себя. Например, море, хотя море уже названо. Или вот, например, вот эту ракушку. Назову ее Даниёр. И приглашу ее с собой купаться. Даниёр, иди купайся. Даниёр, иди купайся. У меня все, друзья. Пока-пока. Я предлагаю из песка вот эти вот кучки, есть башенку такую, вот назови ее своим именем. Как-то неожиданно он переместился, да, из Крыма в Краснодарский край. Командировка длительная. Это он уже обратно движется. Ладно, будем ждать его на этой неделе, может, в Казань вернется. Будем ждать. Или когда, или завтра. Ладно, пока мы продолжим астропрогноз в завершении нашей программы «Весы». Сегодня в вашем поведении будут преобладать стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях и отношениях. Не ожидайте в эти сутки быстрых результатов. Скорпионы, сегодня благоприятный день, особенно хорош для занятий спортом, общения, новых знакомств. Во второй половине дня вероятны неожиданные сюрпризы, надеемся, приятные. Да, конечно. Гороскоп на сегодня советует стрельцам приготовиться к проблемам или даже неприятностям на службе. Возможен конфликт с руководством или коллегами. Все важные решения перенесите на другой день. Козероги, звезды сулят вам успех во всем. Увлеченность делом и работоспособность положительно скажутся на результатах работы. Со второй половины дня возможны некоторые трудности, которые не следует принимать близко к сердцу. Водолеи, сегодня во всех делах положитесь на интуицию. Не поддавайтесь бурным эмоциям, которые могут заслонить свойственный вам прагматизм и привести к финансовым потерям. Рыбы, сегодня, вероятно, приятное общение со старыми друзьями и родственниками. В личной жизни следите за развитием событий и не выпускайте инициативу из своих рук. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Ну а вот что вы увидите завтра. Форма, простые упражнения для бодрости тела и духа. Приятного аппетита! Готовим просто и со вкусом. На заметку советы, которые пригодятся всем. Телеканал ТНВ, 8:10, утренняя программа «Здравствуйте». Сегодня с вами были Светлана Звонарева. Влад Портнов. Желаем вам хорошего продолжения дня. Пока-пока. Удачи.